Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век. Первый Вселенский собор. В течение первых 3 веков Церковь Христова подвергалась жестоким гонениям со стороны иудеев и язычников. Исповедуя истину Христову, тысячи христиан претерпели страдания за веру и приняли мученический венец. Гонения на церковь прекратились лишь в начале IV века, когда на престол взошел христианский император Константин Великий. В 313 году император издал знаменитый Миланский эдикт о полной веротерпимости. Согласно эдикту, христианство становилось государственной религией. Нападки на церковь со стороны внешних врагов прекратились. Однако на смену им пришел враг внутренний, еще более опасный для церкви. Этим злейшим врагом было еретическое учение Александрийского пресвитера Ария. Арианская ересь касалась первоосновы христианской веры, учения о божестве Сына Божия. Арий отвергал божественное достоинство Иисуса Христа и его равенство с Богом Отцом. Еретик утверждал, что Сын Божий был не более как высшее, совершеннейшее творение божества, посредством которого был создан мир. Если же второе лицо и называется в Священном Писании Сыном Божиим, утверждал Арий, то вовсе не по естеству, а по усыновлению. Услышав о новой ереси, Александрийский епископ Александр пытался вразумить Ария. Но увещания архипастыря оказались тщетны. Еретик был тверд и непреклонен. Когда ересь, подобно чуме, охватила Александрию и ее окрестности, епископ Александр в 320 году созвал поместный собор, на котором осудил лжеучение Ария. Но и это не остановило вероотступника. Написав многим епископам письма с жалобой на определение поместного собора и получив их поддержку, Арий стал распространять свое учение по всему Востоку. Слухи о еретических волнениях вскоре дошли до самого императора Константина. Расследование смуты он поручил епископу Осии Кордубскому. Убедившись, что лжеучение Ария направлено против основ Церкви Христовой, Константин решил созвать Вселенский собор. В 325 году, по его приглашению, в Никею прибыли 318 отцов церкви. Среди них были представители всех поместных церквей, епископы, пресвитеры, диаконы и монахи. Участниками собора были и великие отцы церкви. Святитель Николай, архиепископ Мир-Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тремифунтский,
Александрийский епископ Александр прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии знаменитым святителем Афанасием Великим, патриархом Александрийским. На заседаниях собора присутствовал сам император. Он произнес пламенную речь. «Бог помог мне низвергнуть нечестивую власть гонителей», — сказал Константин. «Но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы и несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Во время соборных прений Арий и его сторонники в числе 17 епископов держались гордо и непреклонно. 2 месяца и 12 дней собравшиеся участвовали в прениях, уточняли богословские формулировки. Наконец были приняты и оглашены решения, ставшие с тех пор обязательными для всего христианского мира. Собор стал выразителем апостольского учения о втором лице Пресвятой Троицы. Господь Иисус Христос, Сын Божий, есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков. Он также вечен, как Бог Отец. Он рожден, а не сотворен, и единосущен, то есть един по своей природе с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли ясно знать догматы своей веры, они были кратко и точно изложены в первых 7 частях символа веры, именуемого с тех пор Никейским. Нас ради человеки нашего, ради спасения шедша с небес, и оплатившася от Духа Святой Марии Девы человечеся. Лжеучение Ария как заблуждение гордого разума было обличено и отвергнуто, а самого еретика собор отлучил от церкви. После решения главного догматического вопроса собор установил 20 канонов, то есть правил по вопросам церковного управления и дисциплины. Был решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Постановлением собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не в один день с иудейской и непременно в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия. Истина есть Господь наш Иисус Христос. Усвоимся этой истине верою в нее.